Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы снова предлагаем вам смотреть сквозь судьбы. В нашей программе мы говорим о творческом пути деятелей культуры и искусства. Сегодня, можно сказать, в честь Года литературы, в этой студии поэт, драматург, публицист и журналист, главный редактор журнала «Инваджо», руководитель пен-клуба Удмуртии и почти год уже председатель Союза писателей Удмуртии Петр Захаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Расскажите немножко о себе. Очень интересно складывалась ваша творческая судьба. Такое ощущение, что вы долго как бы приноравливались, решали, будете ли вы заниматься литературным трудом. Вы работали водителем и заочно учились на филологическом. Угу. В филологическом заочно учился, работал шофером после армии. Ну и до армии я начинал. Вы писали стихи вот с детства, с юности или что-то другое? Почему вы пришли вот на филфак именно? Может быть, хорошо с языками переводить хотели? Наверное, это несколько таких путей. Да? Первый путь, это у меня был двоюродный брат русским, да? Так. Он жил в Свердловске. Ага. И мы часто встречались в Свердловске с интересными людьми, Бутусовым, например, там и другими. И это как-то тянуло меня... вот в эту сферу, да. Искусства, да, рок-музыки. В Казани я встречался с Цоем, там, да, тоже вот как-то... Я очень любил рок, длинноволосый. И вот хипаны вот такие мы гуляли. Хотя мы из деревни, да, но трудно нас назвать городскими, но мы очень... опьянены были городской культурой. Вот так. Но именно рок все в сплаве. И это острая поэзия, поэтическое слово, и музыка. Что больше? Ну, я не знаю, в этих кругах очень любили литературу. Они всегда наизусть знали и Пушкина, и кого угодно. Ну вот все наше это богатство до Серебряного века, да, классика. Все это богатство выходило, естественно, не хотел остаться ниже интеллектом. И я тоже гнался за интеллектом, читал, очень любил литературу. И, вот и пошло в филологический факультет. Проба пера филологического факультета. Петр Михайлович, а вы легкий человек. Вот вы, мне кажется, обладаете такой некой эксцентрикой. Это даже некоторые литературоведы и в творчестве замечают. Ну вот просто в жизни, как, я не знаю, как руководитель, как, все равно как автор, наверное, какой-то. Вот вы же про Лапшо Педуня написали, например, сказку. То есть чем-то же вас такие персонажи легендарные цепляют. С чувством юмора, с смекалкой. Ну, там чувство юмора, конечно, нельзя туда в детские сказки много так привлечь. Лапша Педуня, он трикстер, да, комический трикстер, но здесь тоже, конечно, это существует. В жизни? Мне хотелось всегда как-то... Вот мы, когда я сравниваю литературу западную и нашу, мы убегаем от детской литературы. Вы сейчас имеете в виду вообще российскую? Вообще российскую. То есть это немножко авторы считают ниже своего достоинства, конечно, детская, ниже своего достоинства, детская, Ясно. Да. А ваше мнение? Детская литература, она нужна, потому что от этого мы теряем своих читателей. Если мы не готовим ее раньше, то есть вообще, мне кажется, писатель прежде всего должен понимать, для кого он пишет, свою аудиторию он должен знать. Ага. И мне кажется, вот детская, почему у нас очень мало детских пьес, а их надо же чем-то А вам кажется, что это самый короткий путь, чтобы увидели, услышали ребята на родном языке, это сразу отдать в театр, и будут зрители... Конечно. Мне кажется, это короткий путь. Тем более у нас есть театр детский, кукольный театр есть. Вот, для него, они же сами просят, дайте нам пьесы. Будете еще писать? Ну нет, я пишу, у меня много задач, но дело тут времени, конечно, вот не хватает времени. Времени не хватает. Не хватает, как всегда. Но вы, тем не менее, успеваете. Я вот заговорила, может быть, год литературы, некие планы. Я знаю, что вы не оставляете, скажем так, смотрите за молодежью, какие появляются литераторы, поэты. Вот такое явление, поэтический слэм, давно проходит при участии редакции «Инваджо». Я права? Рассказывайте, что это. Слэм поэтический – это соревнование поэтов. Это дуэль, ну не дуэль, скажем, ринг какой-то такой, где дерутся поэты. Поэтический ринг. Поэтически на своих стихах. И если мы знаем, что везде, вот когда читаем стихи, там обычно
сидят литературоведы, и вот у этого стихи лучше, у этого. Они уже по каким-то законам поэтическим, литературным определяют лучшее стихотворение лучшего поэта. Свои правила навязывают Свои немножко. правила навязывают, да. И зачастую даже здесь тоже не все соглашаются, что вот у него поэзия слабже, а у того сильнее. Ну, по-моему, в поэтическом слэме большое значение имеют аудитория, зрители. Ну, да, аудитория, вот эта аудитория, она дает баллы за выступление, за поэтический текст. И, как ни странно, хорошие поэты все равно вперед выходят. То есть иногда очень известный поэт, он остается сзади, потому что и он даже удивляется, даже ругает всех там, что почему ее не поняли. Мне кажется... Ну, вы знаете, мне кажется, что такой титулованный поэт, он в этом слэме вряд ли пойдет участвовать, самолюбие испытывать. Я уже наверное, для молодых. Встречался очень известные люди, которые печатаются, которые и участвуют в поэтических слэмах. Они приходят в поэтические слэмы и участвуют. Ну, это ведь тоже веяние, как бы оно, наверное, идет из центра, и сейчас постепенно становится и у нас распространено. Да, мне кажется, форма такая. Литература немножко в сторону отброшена сегодня, да, и поэты ведь тоже не зарабатывают 5 тысяч там, и 10 тысяч в деревне, это тоже деньги, мне кажется. Это когда вот вы организуете поэтический слэм где-то в ДК районом, скажем так, то даже есть шанс выиграть. Конечно, есть шанс денежные выиграть. Средства денежную просто, премию, да? И денежная премия все равно, она нужна. Вы себя вот кем представляете? Все-таки человеком системы, но вы же недаром взваливаете на себя такую вещь, как Союз писателей Удмуртии. Вот я сказала, что уже около года вы стали его председателем. Вы себя считаете таким немножко классиком, который действительно на ниве этнофутуризма впервые там что-то в литературе действительно делает? Вот, как вы говорите, языком сейчас много занимаетесь удмуртским. Или все-таки это немного... все не про вас, а вы вот больше такой художник, которым, в общем-то, кроме высшей силы, ничто не управляет. Вот вы такой человек. Ну, вот эта вторая сторона, наверное, чуть-чуть больше, но от этого мне много попадает. Да. То есть здесь мне больше нравится, потому что... Вам хочется вот этой свободы художника? Ну... Только за себя отвечать и творчество свое, да? Да, в удмуртском языке есть вот пери. Пери – это... феи, там в тюркском языке, скажем, пери, которые вот крутятся и свободно, как ураганы, летают. Да, вот, мне кажется, что это вот, по мечта? мне, я им иногда везде побываю. Наоборот, вы иронизируете сейчас, что пытаетесь всем сразу заняться, да? Ну, приходится крутиться везде. То есть каждая среда, она заставляет тебя крутиться. То есть по-своему. Каждый предлагает свой танец. Так это все-таки вот что? Характер посеял, поступок, характер, потом, соответственно, судьбу по русской пословице? Или кто-то действительно свыше вот завел ваш механизм внутри? Вы мне такой кажется, активный, вот неуемный? идея судьбы, она очень близка. Почему? Потому что, я считаю, каждый человек проходит через наш мир как через лабиринт. То есть у каждого свой лабиринт. В удмуртском языке вот мы, хотя лабиринт считаем, что это какое-то такое греческое название, но Дедал перед тем, как зайти в лабиринт, он что-то говорил. На удмуртском языке называется лабыртыс. Такой вот лабрец крючку, витиеватость некая. Мне кажется, вот этот лабиринт тебя несет, тебе не дает выхода в другую сторону. То есть, если ты выйдешь или куда-то заблудился, или ты должен в поисках искать свой путь. То есть, как тебе наговорили или как ты наговорил вот эту судьбу сам себе? Это все меняет. Если ты вот сюда пошел, то там ты должен поискать. Если сюда зашел, то тут вот, где-то, не знаю, что-то ведет тебя через этот лабиринт. Это твой танец. Многовариантный такой. Многовариантный, да. Мне кажется. Но все-таки вот вы интересно как-то рассуждаете, тем не менее, с точки зрения некой свободы и собственной ответственности за это. То есть от человека многое зависит, не только от того, как его бросили и там, не знаю, следят, ведут. Я на себе очень много почувствовал такие вещи. Если что-то ты вот такое делаешь, то это обязательно отразится впереди. Если ты где-то плохо поступил, то тебя накажут обязательно впереди. Ты получишь 10 раз больше.
Что в вашем понимании вот плохо поступил-то? В каком смысле вы имеете в виду? Немножко на компромисс какой-то пошел, да, я не знаю? Где-то на компромисс, где-то, может быть, очень резко обошелся с кем-то. Да, то есть вот чисто человеческие... Человеческие какие-то качества. Ну, здесь много попадается. Даже, то есть, если ты писатель, ты ответственен за каждое свое слово. Ну, это да. То есть каждое слово у тебя играет. Я, когда написал «Ибгу», там что-то вот я... Знаменитое ваше драматическое произведение для нашего национального театра. Что-то там почувствовал, что чуть ли не туда пошел. Да? И у меня отец перевернулся на тракторе и умер. Но это меня очень такой след оставило во мне, и я понял. И вы связали напрямую, да? Ну, какой-то меры, да. И потому что я очень хотел, чтобы отец это посмотрел, эту пьесу. Но, и он не увидел. Я хотел доказать, там, может быть, что я пишу. Как-то отец, может... Он всю жизнь читал книги, как я помню, с детских лет. То есть у нас... Он пристрастил и вас, наверное, к чтению. Вот вы говорите, что читали всегда много. Да, правда, отец у меня не мог спать без книги. Он все время с книгой засыпал. В принципе, вот... А был он сельским человеком обычно, да? Сельским человеком. Читал все, и техническую литературу, и такую литературу. И вообще наша семья была очень такая читающая. У меня дед... Там 12 газет, журналов. Сначала дед читал, потом это к нам приходил. То есть, и вот это оттуда идет. Я понял, что слово, она вот очень сильная, она материальная, и она действует в этой жизни. Ну, как может быть иначе для писателя, для которого слово «жизнь», «работа», «судьба», слово? Я считаю, что вот когда воинов смотришь, восточных воинов, они в этой жизни поступают так, чтобы вот в любой момент ведь воин готов умереть, чтобы во время смерти, то есть ему не было стыдно за свой поступок, за свой путь, он всегда готов умереть. Мне кажется, что я тоже воин, я разведбатель был там, да, я изучал восточные приемы, я всегда любил восточные приемы. Сейчас, конечно, но все равно люблю. Но эта философия вам близка. Эта философия близка, да. Спасибо большое за интересный рассказ о себе. Мы надеемся на новые встречи с вашим творчеством. Ну и, конечно, надеемся на вашу организаторскую жилку и опыт в открытии новых имен для нашей литературы. Вам спасибо, что вот пригласили. В этой студии был главный редактор журнала «Инважо», председатель Союза писателей Удмуртии, драматург, поэт, публицист Петр Захаров. Пусть будет судьба добра и к вам. До новой встречи. Программу «Сквозь судьбы», так же, как и наши другие телепроекты, теперь вы можете видеть на кабельном канале «Удмуртия». Интересуйтесь у ваших операторов кабельного телевидения.